Als man diesen Genozidbegriff definierte, ging man von 5 Punkten aus, einer von denen muss zutreffen, damit es sich um einen Genozid handelt. Первое – убийство членов такой группы. Der erste Punkt, das Töten von Angehörigen einer Gruppe. Причинение серьезных телесных повреждений или психических расстройств членам этой группы. Der zweite Punkt, das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen dieser Gruppe. Умышленное создание какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение. Die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen. Четвертое. Меры рассчитаны на предотвращение деторождения в такой группе. Der vierte Punkt, die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung. И пятое. Насильственная передача детей из одной группы в другую. Und der fünfte Punkt, die zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Если наличествует хотя бы одна из этих 5, уже есть определение геноцид, а в отношении чеченцев применимы все 5 этих условий. Die Definition des Genozids trifft schon zu, wenn nur ein Punkt erfüllt ist. Bei den Tschetschenen sind alle 5 Punkte erfüllt. 23 февраля, когда вместо того, чтобы отправить войска на фронт, 11 дивизий НКВД, это 125, почти 125 тысяч человек военных, вступили на территорию Чечен-Ингушетии. 125 тысяч войска НКВД. 120.000 NKWD-Militärs haben das Territorium von Tschetschenien betreten, Для того, чтобы провести эту операцию по выселению чеченцев. diese Vertreibung zu organisieren und durchzuführen. Несколько тысяч еще были добавлены со стороны наших соседей, которые выделили свой партактив, чтобы помочь выселению чеченцев и ингушей. Mehrere tausend kamen noch von unseren Nachbarn hinzu, den NKWD zu unterstützen. 408 тысяч чеченцев, там еще есть цифры 349, но 408 тысяч чеченцев были выселены в первые дни депортации. 480.000 Tschetschenen wurden in den ersten Tagen der Deportation vertrieben. Французский ученый Куртуа, который написал книгу о депортациях, не о депортации чеченцев и ингушей, а вообще о депортациях, отметил, что ни одна депортация за всю историю человечества не была такой масштабной, какой была операция, проведенная под кодовым названием «Чечевица». Ein französischer Historiker namens Courtois, der zum Genozid forscht und zur Vertreibung, hat festgestellt, dass es keine grausamere und kolossalere Deportation gab als die der Tschetschenen in der gesamten Geschichte der letzten Jahrhunderte. Когда говорят, что выселили 23-го, всегда у молодых людей возникает вопрос, как могли такое количество людей выселить за один день. Неправда. Выселение продолжалось на протяжении 9 дней. 9 дней продолжалось выселение. Wenn wir dieses Datum erinnern, der 23. Februar, dann fragen die jungen Leute, wie kann man an einem Tag so viele Menschen deportieren? Nein, es hat nicht alles an einem Tag stattgefunden, es hat 9 qualvolle Tage gedauert. Железнодорожные составы, эшелоны, 180 эшелонов, которые были приготовлены для депортации, были выставлены, начиная от Владикавказа и заканчивая Хасавюртом, 184 километра. 184 километра, не имея ни одного метра между этими эшелонами, были выставлены эти составы, чтобы заполнить ими чеченцев и ингушей. 180 Transporte, jeder bestehend aus 65 Waggons, insgesamt 12.525 waren im Einsatz von Khazarwurt Владикавказ. Von Владикавказ nach Khazarwurt. Когда говорят о выселении, то опять же говорят, что за неделю, за 2 недели. Даже по официальной справке, которая была подана на имя Берия, говорится о том, что последний вагон доехал на 26-й день.
В среднем они рассчитали, и на сегодняшний день эта цифра фигурирует, 16 дней. То есть самый быстрый эшелон, который достиг до своего пункта назначения, это практически 2 недели. Also wir müssen uns klar machen, dass dieser Transport 2 Wochen gedauert hat. Der erste Transport kam in Kasachstan an am 9. März und der letzte am 20. März in Kirgisien. 16 Tage und Nächte verbrachten die Verschleppten im Durchschnitt in diesen Viehwaggons. Также говорят, что советская власть разрешила брать с собой еду на всем протяжении. Чуть ли не 500 килограммов на человека, на семью. В каждом вагоне. Да. Es heißt, dass die sowjetischen Mächtigen erlaubten, Essen mitzunehmen, aber das waren 500 Gramm pro Person. В каждом вагоне должно было быть минимум 11 семей. И представьте себе еще 2,5 тонн якобы еды, которые им разрешили взять буквально за полчаса, за час. И максимум где-то кто-то рассказывает, что им разрешали на протяжении 3 часов даже собирать вещи. Но в основе своем эти люди не смогли собрать даже продукты питания на первые несколько дней. Wir müssen uns verdeutlichen, dass die Leute ganz wenig Zeit hatten, ihre Sachen zusammenzusammeln und Vorräte einzupacken. Das Ganze dauerte eine halbe und manchmal maximal 3 Stunden. Mehr Zeit blieb nicht und in jedem Waggon waren bis zu 11 Familien eingepfercht. В вагонах должно было быть 44 человека. Вместо этого получалось, что в каждом вагоне было минимум, самое маленькое, это от 50 человек и до 60 людей. То есть, если мы говорим о вагонах, не современный вагон, не тот вагон, который вы сегодня видите, когда садитесь в современный европейский вагон. Если даже рассмотреть на этом зале, то нужно разделить этот зал наполовину, и в этом пространстве поместиться должны были 60 человек. Wir können uns diese Waggons nicht so vorstellen, wie wenn wir heute in die Eisenbahn einsteigen, sondern das waren Viehwaggons. In jedem Waggon wurden mindestens 42 Menschen transportiert, manchmal über 60. Die Leute hatten ganz wenig Platz. Sie müssen sich so vorstellen, wie die Hälfte der Bühne, so lang war nur ein Waggon. И не забывайте, эти вагоны были для скотов, там не было никаких лежаек. Там единственное были 3 полки для того, чтобы класть вещи, которые потом уже по ходу действия чеченцы используют для того, чтобы положить уже самых больных, самых старых людей, которые уже не могли стоять, потому что большая часть времени эти люди не могли даже присесть, физически не могли. Если вы сейчас станете 60 человек сюда на отрезке и попробуете сесть, вы тем самым причините неудобства всем остальным. Чтобы этого не получалось, они пытались делать это все вперемешку, чтобы сначала пусть отдыхают старики, потом женщины, потом дети. То есть это был ад, который начался 23-го, который продолжался на всем протяжении. И, увы, он не закончился по месту прибытия. In diesem Waggon waren bis zu 60 Menschen und der war nicht ausgelegt für Menschen, es war ein Viehwaggon. Es gab keinerlei Sitzmöglichkeiten, es gab 3 Regale, wo man seine Sachen ablegen konnte. Diese Regale wurden später für Kranke und schwache Menschen freigemacht, damit die sich wenigstens hinlegen konnten. Ansonsten standen die Leute so dicht. Stellen Sie sich vor, wir sind zu 60 auf dieser halben Bühne. Wir können uns noch nicht mal hinhocken, wir können uns nicht hinsetzen. Es war ein Zustand der Hölle. Es war eine totale Katastrophe und die endete nicht bei Ankunft. По прибытию обычно сегодня многие люди, которые может забыли, а может по своей доброте своей говорят о том, что им первое время помогали казаки. Никто не помогал. Во-первых, власть запрещала. Во-вторых, они боялись. Им сказали, что едут люди, которые едят людей. Едут бандиты. И не забывайте, они объявили, что мы, имеется в виду депортированные, были коллаборационистами, то есть сотрудничали с фашистами. И казах, который отправил своего ребенка на фронт и получил от него телеграмму, что он погиб где-то там под Ржевом, под Москвой или где-то. Как он должен был относиться к людям, которые привезли к ним и сказали, они враги народа, они предатели, они были заодно с фашистами. Vielleicht hatte man erst den Gedanken, dass die Kasachen den Tschetschenen geholfen haben, mit Essen oder anderweitig. Nein, sie haben ihnen nicht geholfen, denn die Tschetschenen galten als Kollaborateure. Man hat sie beschuldigt, mit den Faschisten zusammenzuarbeiten. Und stellen Sie sich vor, ein Kasach hat vielleicht seinen Sohn an der Front verloren und
Dann wurde ihm noch eingeredet, die Tschetschenen seien Kannibalen, die essen Menschen. Also es waren ganz schlimme Klischees und Vorurteile. Das heißt, von kasachischer Seite konnte keine Hilfe erwartet werden. Поэтому с 1944 года по 1949 год, 5 лет, численность чеченцев и ингушей в эти 5 лет исключительно только смертность, которая идет все время, все больше становится смертей, смертность повышается. То есть только в 1949 году, впервые в 1949 году, то есть на 5-й год после выселения, смертность и вновь рожденные уравновесились. Они практически остановились на этом месте в 1949 году. Da die Lebensbedingungen absolut unerträglich waren und sehr viele Menschen nach der Ankunft an Hunger starben und an Kälte und auch die Menschen erkrankten, sank die Bevölkerungszahl der Tschetschenen unaufhörlich in den ersten 5 Jahren und erst ab 1950 stabilisierte sie sich und stieg langsam an. Официально советская власть разрешала говорить эту цифру, и она по сегодняшний день фигурирует у пропагандистов. С 44 по 49 pogiblo всего, как они говорят, 100 тысяч чеченцев. Nach den offiziellen Statistiken starben von 1944 bis 1949 100.000 Tschetschenen. Это пропагандистская цифра. То есть на самом деле, как вы даже себе можете представить, что власть могла бы назвать точную цифру. То есть если она говорит 100 тысяч, я думаю, что мы все находимся в трезвом уме, чтобы понять, что такого быть не может. И эта цифра, безусловно, является наименьшей, которую они могли даже придумать для себя. Das ist natürlich klar, dass es sich um eine propagandistische Zahl handelt. Es waren viel mehr und es wurde einfach nicht gezählt und es wurde auch nicht die Wahrheit gesagt. Начиная с 1949 года, 50-е годы, когда правительство Советского Союза выпускает уже новое постановление о том, что вы поселены здесь навечно, и тем самым запрещает какие-либо попытки ездить домой в Чечню, Чечено-Ингушетию, которая уже на тот момент не существовала, и приговаривает любого, кто покидает зону постоянной прописки, 20 годам. Den Zwangsumgesiedelten war es verboten, die Zone im Umkreis von 25 Kilometern zu verlassen. Wer sich nicht daran hielt, wurde für 20 Jahre nach Sibirien verbannt. Die Familien waren zerstreut. Sie waren ja nicht nach Hauszugehörigkeit in die Waggons verladen worden und es durfte niemand in seine historische Heimat zurückkehren. Когда в 1957 году было разрешено официально возвращаться, и было решено, что чеченцы должны возвращаться группами по 20 тысяч, по 15 тысяч, то есть они прекрасно, то есть власть сознавала, что в Чечено-Ингушетии как такого уже нет, там живут русские, там живут переселенцы. Als man den Tschetschenen gestattete, ab 1957 in ihre Heimat zurückzukehren, fuhren sie in Gruppen 10.000, 20.000 nach Hause, aber ihre Häuser waren besetzt von Russen. Die Tschetschenisch-Inguschische Republik existierte nicht mehr und dort waren neue Menschen eingesiedelt worden. Весь мир, который боялся Советского Союза, который выиграл Германию, как мы знаем, и все прочее, весь мир, который боялся, чеченцы не побоялись, и в первый же год вместо 15-20 тысяч, практически свыше 200 тысяч вернулись на свою историческую родину. Und die Tschetschenen sind ja berühmt dafür, dass sie keine Angst haben und die Obrigkeit nicht fürchten. Und auch damals war es so, dass sehr, sehr viele, mehrere 100.000 schon 1957 in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Их никто не ждал. Им запрещали селиться в свои собственные дома, потому что там жили другие переселенцы, переселенные из центральной части России. И чеченцам приходилось выкупать свои собственные дома. После всего этого ужаса депортации, они еще должны были выкупать свои дома. Man erwartete sie ja dort nicht in ihrer Heimat. Und wir müssen uns klar machen, dass die Häuser belegt waren und dass sie ihre eigenen Häuser erneut kaufen mussten, um dort wieder zu leben und einzuziehen. Интернациональный Грозный, в кавычках, интернациональный Грозный, на тот период проводил митинги и демонстрации с требованием не разрешать возвращаться чеченцам. Ни в коем случае не позволять им возвращаться.
И это вылилось даже в 1958 году в грандиозную манифестацию, не просто манифестацию, бунт русских в Грозном, когда они захватили даже областной комитет партии. Im Jahr 1958 gab es im internationalen Grozny Proteste, massive Proteste der Russen, die inzwischen dort lebten, die sagten, lasst auf keinen Fall die Tschetschenen zurückkehren, und sie wendeten sich sogar dort ans Parteikomitee. Sie wollten den Tschetschenen den Zugang in ihre Heimat verwehren. По сегодняшний день чеченцы, которые живут в Дагестане, по сегодняшний день не могут заселиться в свои дома. 80 лет спустя они не могут элементарно зайти во двор, в котором они, уже не они, а их отцы и их деды на протяжении веков жили в этих дворах. Die Tschetschenen, die heute in Dagestan leben, haben noch immer keinen Zutritt zu ihren Heimathäusern. Stellen Sie sich vor, nach 80 Jahren dürfen sie nicht auf ihre heimatlichen Höfe zurückkehren. Помните, я говорил насчет того, что там одним из пунктов признания геноцида является то, что дети передаются в другие группы. Вы все были свидетелями, как в январе месяце, этого января, жительница Ауха 80 лет спустя впервые появилась у себя на родине. 80 лет женщина не знала, что она чеченка. Sie erinnern sich an diesen Punkt, an den 4. Punkt von der Genoziderklärung, an den 5. Punkt, die zwangsweise Überführung von Kindern, und Sie erinnern sich vielleicht an den Januar dieses Jahres, wo eine 80-jährige Frau, die in Kirgisien, 82-jährige Tschetschenin, die in Kirgisien ihr ganzes Leben verbracht hat, erst in hohem Alter erfahren hat, dass sie Tschetschenin ist und im Jahre 2024 das erste Mal in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Ей повезло, она дожила до 82 лет. Sie hatte Glück, sie konnte lebendig bleiben bis zu ihrem 82. Lebensjahr. Многие не дожили этого. Wir wissen, dass viele das nicht erreicht haben. Те, которые приехали, устроились уже новой современной Чечено-Ингушетии, имея даже название Чечено-Ингушская, мы в своей республике были никто практически. Obwohl die Republik Tschetschenisch-Ingusche Republik heißt, waren wir ja quasi Fremde und nicht willkommen in unserer eigenen Heimat. Кто должен был быть первым? Русский. Der Russe stand an erster Stelle. Второй может быть ингуш, может быть чеченец. Ein zweiter, möglicherweise ein Ingusche oder ein Tschetschener. В 1982 году я учился на историческом факультете, и в коридоре, говоря на чеченском языке, наш декан, чеченец Руслан Хасбулатов, подошел к нам и сделал замечание: не говорите на чеченском. 1982 habe ich Geschichte studiert in Grozny, und unser Dekan kam auf den Flur und sagte zu mir, sprechen Sie kein Tschetschenisch. На историческом факультете нам запрещали слово депортация. Нам было просто запрещено. Если кто-то посмел бы вообще сказать это слово, он должен был написать заявление об уходе из университета, с исторического факультета. An der historischen Fakultät verbot man uns das Wort Deportation zu benutzen. Wer dieses Wort öffentlich nannte, musste seine eigene Entlassung unterschreiben. Я 10 лет учился в Аргунской средней школе номер 2, в котором не преподавали ни разу, никогда чеченского языка и чеченской литературы. Ich bin 10 Jahre zur Schule gegangen und man hat uns kein Tschetschenisch beigebracht, keine tschetschenische Literatur gelehrt. Для нас геноцид, для нас депортация закончится тогда, когда мы почувствуем, и будем не почувствуем, а обретем свое чувство хозяина своей родины, своей исторической родины. Когда каждый умерший в Казахстане, мы будем знать, что где он умер, как он умер, когда он умер. То есть не должно быть ни одного потерянного человека. Вот тогда, быть может, для нас закончится депортация, но пока она не закончилась. Для нас всех депортация продолжается. Für uns alle setzt sich die Deportation fort. Die Deportation ist für uns erst zu Ende, wenn wir über den letzten Toten wissen, wo er gestorben ist, wenn wir die Toten nach Hause bringen können und wenn wir uns erinnern alle zusammen und wenn wir Gerechtigkeit erleben. Allahu Akbar.